Олег Баматгиреевич Евкуров, глава Республики Ингушетия, Герой России. Добро пожаловать на канал «Арти». Огромнейшая честь видеть вас и пообщаться с вами. И хотела бы сказать особое спасибо за то, что вы согласились поговорить на тему, которую, как говорят ваши ближайшие помощники, вы не любите. И говорить на эту тему вам не очень, наверное, нравится. Но, тем не менее, буквально через несколько дней мы будем отмечать очередную годовщину входа российской колонны в составе миротворческих сил ООН в Приштину. Непосредственно вы с отрядом из 18 человек послужили некоторым предтечей. Да? Вот вы подготовили возможность вот этой операции дальнейшей, вы и ваш батальон, для того, чтобы наши ребята, 200 ребят, вошли потом в Приштину. И вопрос такой, вот на тот момент вы понимали, какая огромнейшая ответственность на вас лежала? Я не то, что не люблю об этом говорить, я наоборот люблю об этом говорить и вспоминать, и в этом ничего нет сверхъестественного. Но и опять же я скажу, что ни я, ни 18, ни 20, ни 30, а огромное количество людей работали над этим проектом, над этой, уже если говорить гражданским языком, а так над этой операцией. Да, она была и в некоторых там вещах засекречена. Да, была определенная доля утечки информации, которая вводила в заблуждение там вероятного противника, так будем говорить. Но самое главное, были поставлены задачи, и определена цель, и поставлены задачи, что нужно было делать. Да, мы понимали, я прекрасно понимал, конечно. Мы не знали, что дальше должно быть. То есть мы знали задачу, как военные говорят, задачу дня, да? А вот что дальше, мы пока еще не знали. Мы осознавали, насколько важна для нас это мероприятие, сама операция, и осознавали, насколько это важно для местного населения. Операция, которая предшествовала вхождению нашего батальона в Приштину, о которой вы командовали, она, естественно, была засекречена. И она, собственно говоря, засекречена до сих пор. Разведка есть разведка, это понятно. А тем не менее, можно ли спросить, можно ли рассказать? Вот вы находились там, в аэропорту Приштины, вы наблюдали за аэропортом вплоть до прихода колонны, вот с конца мая и вплоть до прихода колонны. Да нет, то, что мы с группой делали, нет, мы там пробыли недолго. И задача была, задача просто проверить. Ничего, и мы не видим в этом такого сверхъестественного. Мы просто дали сигнал, что все готово. И все. И дождались, пока пришел батальон. Это одно. И второе, там где-то в архивах, может, есть ряд моментов засекреченных, про которые мы знаем. А то, что мы делали, оно уже всем уже известно, и там нет никакой секретности, и об этом уже все говорят. То, что выполнено настолько безупречно, что, вероятно, противник об этом догадывался, но не знал, и видел где-то на каких-то этапах колонну, но не понимал, для чего и как. И только потом, когда это все свершилось, понял, какой стратегический был замысел. В этом была и, наверное, игра Верхнего штаба о том, чтобы все-таки через радиоигру, через какие-то вещи войти в заблуждение, чтобы только последнюю секунду противник понял, что для чего мы это делаем. А до прихода наших Слатину аэропорт контролировали, не то чтобы контролировали, собственно говоря, аэропорт находился под контролем местных, правильно? Потому что еще наземных миротворческих сил не было в то время в Косово. Надо понимать, что в таких ситуациях, когда, как мы говорим, махновщина везде, то в каждом районе, в каждом этом свои группировки появляются. Особенно они из криминалитета, да, особенно те, которые там где-то нахватались там оружия, чего-то, и каждый пытается влиять на что-то, на какой-то там транспортный узел, там, на какие-то там торговые точки, на какие-то там... то есть чисто занимается махновщина. Там тоже такая ситуация была, и наша задача была только в том, чтобы не допустить определенных осложнений при появлении наших ребят. Как вы думаете, наше руководство могло просчитать, в общем-то, дальнейшие последствия того, к чему приведет эта операция? Потому что, да, она была задумана, она была безукоризненно, как вы говорите, исполнена.
Ну, может быть, вот все-таки в верхах нашей армии на тот момент и руководства не было какого-то единства, то есть сделали, да, несколько шагов, но, может быть, не просчитали, не предусмотрели каких-то остальных последствий того, что могло случиться. Ну, знаете, нам в том состоянии, в том уровне, где мы были тогда, конечно, тяжело было тогда судить, почему и как, и для чего все это, да. Но сейчас я уже как политик уже понимаю. Если бы, мне кажется, тогда начальник генерального штаба тогда еще, Анатолию Квашнину, тогда вот эту волю и власть отдали бы в этом направлении, я думаю, что и на Балканах могла бы быть сегодня другая ситуация совершенно. Да, сегодня я понимаю, что была определенная нерешительность, да, и вот сделать, да, много критиков тогда, мы сегодня не знаем, сколько там было противников вот этого марш-броска, сколько было желающих остановить колонны, даже были требования колонны остановить, и президенту докладывали тогда. И вот не хватило у тогдашнего руководства вот сегодняшней твердости, сегодняшней такой уверенности. Можно говорить, что тогда армия была у нас слабая, там еще что-то. Дело не в этом. И армия у нас была не слабая. И понятное дело, что она была не в том состоянии, которое у нас сегодня есть. Армия была, флаг державы был, ядерный щит был, и никто бы не посмел с нами ввязываться в войну, тем более. Тем более трехзвездные, четырехзвездные генералы между собой тогда в тот период спорили, почему трехзвездный генерал не хочет выполнять приказ четырехзвездного. Там тоже Кларка приказ, чтобы выдавить русских, там, взять аэропорт под контроль, да, аэродром под контроль. И трехзвездный говорил, что я не хочу воевать с русскими. Это все было. И если бы, вот я говорю, тогда бы еще доверились бы, скорее всего, к Квашнину, мы его все знаем как решительного человека, полководца, генерала, то сегодня ситуация была бы совершенно другая. И Косово поле, там, и все остальное, это все было бы там в Сербии, и не было никаких проблем. В этом есть позиции потеряли, и можно находить тысячи причин. Почему? Но надо было все-таки довести до логического конца начатое. Вот одной из причин это, наверное, то, что не предусмотрели, что сопредельные страны закроют воздушное пространство, и просто эти несколько десятков человек, 200 человек просто не смогут получить людское подкрепление и провиант. Ерунда это все. Слушайте, какие сопредельные страны? Кто к нам... Нам перекрыли воздушное пространство. То, что они закрыли, Болгария, я знаю. То, что они это все сделали. Но, слушайте, есть другие механизмы. Поэтому, если мы сейчас там по Сирии так сейчас работали, потому что там на воздушной границе нам закрыли или перекрыли. У нас много других дипломатических вещей, которые можно было влиять тогда и на Болгарию, и на Румынию, и на другие государства. Поэтому здесь надо было просто... Все-таки мне кажется, что не хватило политической воли того периода довести до логического конца начатое. Это раз. Или же непонимание вообще, для чего это все начинали. То есть непонимание самой стратегической задачи, с какой целью это нужно было делать. Уж то, что я уверен, что это было не с целью того, чтобы просто прийти, вывести туда 200 человек там, и заходить в аэродром и на этом закончить. Нет, конечно. Были дальше, должны были быть там. Просто не хватило, мне кажется, той воли, которая там должна была быть. Решительности. Какова была реакция противоположной стороны, натовской стороны, на то, что вот мы сделали, когда они очутились лицом к лицу с нами вот в Приштине, когда прибыла колонна английских танков? Там реакция была такая, что они поняли, что их провели, и поняли, что мы опередили, что мы уже находимся там. Дело не в самом там аэропорту, а дело в том, что вообще там оказались. То есть за столько-то километров мы уже... То есть нас здесь не должно быть, а мы уже там. Вот в этом была реакция, что они... такая профессиональная обида, что ли, что как же так мы вас прозевали, как вы здесь оказались. А дальше уже чисто тема двух и не противников, и не друзей, которые друг перед другом стоят, и каждый имеет свою задачу. Одни имеют задачу не пропустить, другие имеют задачу каким-то образом выдавить. Вот этот диалог, к счастью, без применения оружия, диалог, который там в пользу нашей стороны, пока не вмешались политики. Да, но тем не менее, вот вы сами рассказываете, что генерал Кларк требовал от генерала Майкла Джексона, чтобы он все-таки открыл стрельбу. Джексон писал везде о том, что я
не готов был начинать Третью мировую войну. Ну, по этому поводу даже был ежегодно есть доклад Конгрессу США по линии Пентагона. В этом докладе это тоже отражено. Так вот почему это произошло и почему трехзвездный генерал, британский генерал, не выполнил приказ четырехзвездного американского генерала. И самое интересное, что какие люди собрались там в тот момент, потому что еще же известный певец, вот этот Джеймс Блант английский, который сидел в тот момент в английском танке, он тоже писал, естественно, мемуары и говорил о том, что я отказывался стрелять в русских, я сказал, что я не буду стрелять в русских под угрозой трибунала. Да. Я думаю, что он лукавит, потому Может что быть. не было приказа никому стрелять, ни нам, ни им. Хотя нашим была жесткая задача поставлена, и применили оружие, если бы там, конечно. Понятно, сила несоизмеримая, но тем не менее. Ну, вот Леонид Ивашов писал о том, что он просчитывал вариант такой, что могли бы все-таки открыть огонь по нашим. И в этом случае он говорил, что мы бы тогда скооперировались с сербскими военными и ударили бы уже таким вот объединенным фронтом и смогли бы как бы добиться каких-то результатов. Может быть, такой немножко вопрос гипотетический. Почему же этого не было сделано заранее, до этой операции? Боялись утечки информации или по каким-то другим причинам? Международные обязательства, политика, и Организация Объединенных Наций. Все-таки, хотя для американцев, для блока НАТО, вообще без всякой санкции ООН, они начали бомбежку по Югославии, так же, как по Ираку. И Ивашов здесь правильно говорит. Если бы здесь даже не в том, что нужно было обязательно перестрелку делать. Если бы малейшие и американцы, и натовцы просчитали же, они тоже понимали, что если с их стороны будет такая определенная провокация, то уже это как минимум. Тогда уже точно ни румынов, ни болгар никто не спрашивал бы по воздушным, просто предупреждали бы, да и все, и полетели бы все. А тогда мы узнали, потому что общаясь уже со служивцами, с верхними штабами, уже находясь уже на каких-то должностях, я узнал, что все-таки планировалось после этого и наземным способом, и воздушный десант, парашютным способом, в том числе применение более уже других сил и средств в этом направлении. Не для войны с НАТО или с кем-то, а для того, чтобы каким-то образом оградить ту территорию, которая была, и Косово поле, и сербов, и других, от уже воздействия различных незаконных... Они были, конечно, бандформирования, которые под видом своих задач, а просто чисто мародерничали, воевали местное население. И с той, и с другой стороны тоже они тоже были. И если бы тогда это все было бы сделано, и наши назвали бы это миротворческой миссией, миротворческой операцией, в этом случае, конечно, ни НАТО, никто туда не полез больше. Просто на каком-то этапе мы взяли эту позицию, а это уже дальше большим политикам виднее, почему так поступили тогда. Вот вы упомянули, как встречали сербы, сербское население, нашу колонну в Косово. Конечно, встречали цветами, слезами, восторгом. Я сама лично видела эти кадры, потому что, естественно, сняты несколько документальных фильмов на эту тему. Есть такое ощущение, что, наверное, самая разочарованная сторона во всей истории – это как раз сербы косовские, которым пришлось либо покинуть свою территорию, либо которые, не будем лукавить, были вырезаны, наверное, во время этнических чисток косоварами. Но здесь, знаете, я в колонне не был, и ребята с колонны это все рассказывали, тоже слезы на глазах не только у сербов, у местного населения, не только сербы, другие национальности, но и у наших военных, которые уже на этом этапе осознали, какую миссию они выполняют, какую такую благодарную миссию, когда со времен освобождения Европы, Великой Отечественной, таких под колеса цветы, таких народов, не было. При этом, опять же, мы понимаем, насколько потом разочаровали сербы, население. В том, что просто в тот момент можно было бы... они так и сейчас думают, и тогда тем более думали, что все-таки предали мы их. А что можете Дали сказать? надежду, такую огромную надежду, а потом раз и ушли. Сдали позиции.
американцы там взяли реванш. Потому что вот то, что мы сделали, ну, ребята наши сделали в колонии, захватили все это дело, они взяли реванш. Они потом хитрым образом потихоньку это все разбавили миротворческими там, силами так называемыми. И постепенно, сперва военную составляющую, потом полицейскую составляющую, всех выдавили оттуда. Вообще наш флаг оттуда выдавили. В итоге, как вы знаете, уже это все дальше осталось уже на откуп вот этим местным определенным группировкам, в том числе бандитским, которые начали там всех направо-налево и вырезать, и убивать, и, как они выражались, мстить. В итоге получилось то, что получилось. Трагедия. Что вы можете сказать о ваших ребятах, о вашем отряде из 18 человек, о тех 200 ребятах, которые шли с колонной? Потому что историки пишут, что за эти 600 километров вот этого марш-броска, когда колонна шла, да, из Боснии в Приштину, не заглохла ни одна машина, хотя жара порой стояла там под 40 градусов, а то и выше. То есть о чем это говорит? Ну, нет, конечно, так не бывает, чтобы там машина не заглохла, там еще чего-то. Просто, опять же, надо понимать, насколько мотивированы ребята вот на войне, в походах, насколько быстро... Вообще, когда такие колонны формируются, то формируется и техническое прикрытие колонны, где самые умные, грамотные, толковые специалисты, у которых есть все, что необходимо для того, чтобы в любых условиях починить машину, вплоть до смены двигателя. Этого там БТРа, да, к примеру. Да, повезло то, что не было гусеничной техники, только колесной техники, да, БТРы там, ну и другая колесная техника. Но, тем не менее, это расстояние большое. Вопрос не в том, что кто-то заглох, не заглох, а вопрос в том, что задача марша, она выполняется. Вот есть расстояние, которое должен колонн. Вот эти расстояния проходили. И на привалах быстро эта техника снова обслуживалась вот этой группой технического прикрытия. Вот все-таки по прошествии времени вы сказали, что тогда вы были офицером, сейчас вы уже политик и видите и понимаете немножечко больше, чем, возможно, тогда. Все-таки историческая значимость вот того события. Каково вообще его значение, значимость, как оно вот резонирует сегодня? Ну, я думаю, что сегодня как такой исторической значимости там, или там, которая влияла бы на это, сегодня нету, потому что это было бы значимо, если бы тогда сохранили бы границы Сербии, там, ну, и выполнили бы задачу, там, в том числе и не только военную составляющую, но и политическую составляющую. А сегодня это исторически значимо только для вооруженных сил. В тот период тоже была такая моральная обстановка в вооруженных силах, там, ну, не совсем. И граждане страны смотрели на военных не совсем там доверчиво. Мы помним то время, как раз это был тот период, когда многие военные академики, военнослужащие, там, слушатели, там, курсанты, выходя в город, всегда одевались в гражданский костюм. И помню вот эти попытки всегда влиять, давить на военных. Там, ну, даже архивы смотреть, это была страшная ситуация в стране была. И вот это действие показало, что есть все-таки армия. Вот это как бы вдохнуло в жизнь во самих военных. Вот мне кажется, в этом плане, да, исторически. И мы этим показали, вот ребята, которые в батальоне были, показали то, что при любой ситуации и стране показали, что армия есть, и вероятному противнику показали. Не надо с нами связываться, не надо думать, что мы упали на колени, не надо думать, что мы все уже не боеспособны, потому что мы в таких ситуациях, наоборот, еще больше крепчаем. Вот мне кажется, вот эти есть, вот там есть исторический момент. А остальное все это уже такой момент, что военная составляющая, там, мы задачу выполнили, а политическая составляющая мы опозорились, грубо говоря. Ну, потому что мы сильно дружили с Америкой, и, наверное, как-то было немножечко нам... Ну, дружить, знаете, как можно... Свои интересы забыли отстаивать. Одно дело, когда ты дружишь с соседом, да, к примеру, а сосед там шаг за шагом забор передвигает к тебе. Или же сосед заходит там в твой дом и в любое время забирает то, что ему надо. А ты с ним дружишь.
И последний вопрос, он немножечко не в эту тему, но тем не менее не могу об этом просто даже не поговорить. Мы знаем о том, что Россия помогает Сирии гуманитарной помощью. Мы знаем о том, что сирийскому народу и, в частности, гражданскому населению оказывается помощь. Но я только совершенно недавно узнала от коллег, что непосредственно этим занимается Республика Ингушетия. То, что Не только. не только, но в частности, одни из инициаторов это вы, и вашими руками это делается, и наши коллеги арабской редакции это всегда с удовольствием получают всегда информацию и едут, снимают, как это все происходит. Ну, я скажу, что мы одни из первых, не буду говорить, какой регион первый, но мы одни из первых, которые из регионов поставили Сирию гуманитарной помощи, и сегодня уже вот буквально в эти дни там будет уже еще одна гуманитарная помощь. Это 6-я или 7-я по счету, да, которую мы направляем. В том числе в зону, где несут службу военные полицейские из батальона, который дислоцирован в Ингушетии. Кстати, когда мы батальон туда направляли, он уже там в 3-ю командировку, они уже поехали, мы им говорим и когда вспоминаем вот эту историю участия наших предков в войнах совместно с Россией, это русско-турецкая, русско-японская, Первая мировая война. И мы это все показываем и говорим, вот вы сегодня такие же, как те. Вот видите, они легендарные люди, выполнили все задачи и вошли в историю. Поэтому мы туда направляем гуманитарную помощь и дальше будем то же самое делать. Будем надеяться на то, что мир наконец-то придет на землю Сирии. Ну, здесь надо все-таки самому народу захотеть постараться, чтобы был мир. Можно говорить там про международные террористические организации, можно говорить там про бандитов, про этих. Все равно надо народу самому пытаться, во-первых, беречь свое руководство, которое есть, а не устраивать революции и перевороты. И не идти на поводу тех, кто за этим переворотом стоит. Надо все-таки заглянуть за ширму, увидеть там, кто стоит в главе этих переворотов и революций, понять, что все они финансируемы извне. И сегодня мы видели бы Сирию, так же, как Египет, который в свое время все-таки нашел в себе силы, народ Египта, чтобы все-таки не довести до вот такого состояния, как в Ливии и как в Сирии. Здесь, кажется, так. Спасибо вам большое, успехов и всяческого успеха вам, особенно в этот тяжелый период. Вы тоже попали, так будем говорить, под раздачу, и санкции и так далее. Поэтому есть такая хорошая поговорка: нас бьет, а мы крепчаем. Поэтому нас никто не бьет и бить не собирается, но мы все равно крепчаем, поэтому держитесь. Это правда. Спасибо вам огромное. Спасибо.